Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Связь и телекоммуникации для Якутии – это не просто технология, а жизненно важный фактор для динамичного развития региона. Связь помогает сократить разрыв между городом и селом и делает наш регион более открытым и конкурентоспособным, несмотря на сложные климатические условия. О реализации проектов по цифровизации, развитии связи в Арктике, а также о современных технологиях и безопасности в цифровой сфере мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Константин Войтюховский, директор филиала Саха-Телеком ПАО «Ростелеком». Константин Леонидович, добрый день. Надежда, добрый день. Вот вы к нам, когда в прошлый раз в гости заходили, речь тогда шла о проекте устранения цифрового неравенства. Давайте подведем итоги, что ли, как завершилось все это дело в 2024 году и что цифровизуем в 2025. Да, напомню на всякий случай, устранение цифрового неравенства – это когда мы в малые населенные пункты приводим связь, оптические линии связи, либо устанавливаем базовые станции сотовой связи формата LTE. Многие говорят 4G. То есть, когда у жителей наших населенных пунктов появляется хороший высокоскоростной доступ в сеть интернет. За 2024 год нам удалось построить 14 населенных пунктов. То есть мы поставили базовые станции, настроили линии связи где-то на спутнике, где-то на оптических линиях связи, на наземных, так скажем. И жители этих населенных пунктов получили связь. Это как и арктические районы, так и районы центральной части Якутии. Этот проект проходит у нас системно, ежегодно, и мы стараемся каждый год по 14 объектов устанавливать, строить, делать. В этом году также запланировано 14 объектов строительства линий связи. Основной акцент сделан на те населенные пункты, которые были победителями в голосовании. А мы напомним, что каждый житель мог через сайт госуслуги либо почтой оставить свой голос за тот или иной населенный пункт. И первые 14, которые стали победителями, получат доступ к сети интернет на высоких скоростях. В этом году также планируем построить. Это также есть часть центральной части Якутии, а есть арктические территории. Например, Усть-Алданский район, Кобяйский район, Момский район. Смотрим внимательно за Верхоянским районом. Там у нас есть интересный проект, где мы хотим подключить 13 населенных пунктов к линиям связи. Но это, скорее всего, 2026 год. Сейчас обсуждается эта тема вместе с Министерством инноваций Республики Саха-Якутия. А кроме этого, большие планы в целом по развитию связи на территории республики. Не зря же Якутск называют так, что это IT-столица Дальнего Востока. Какие технологии современные вы в своей работе используете? Да, действительно, Якутия передовая. В этом плане цифра везде. Даже можно, банально, когда мы производим покупки, сравнить с количеством постмаркетов и оплатой карты любых продуктов и услуг. Не во всех городах России можно пользоваться цифровыми услугами, цифровыми приложениями. Конкретно в своей работе мы активно сейчас используем искусственный интеллект. Это тренд, это новое. Например, мы подбираем часть персонала с помощью искусственного интеллекта. У нас есть робот Вера, которая нам помогает рассматривать большое количество анкет, анализировать кандидатов и дает рекомендации, подходит тот или иной кандидат или не подходит. Это как одна из таких рациональных мер использования. Кроме этого, активно используем услугу видеонаблюдения совместно с администрациями и с муниципалитетами. Например, с мэрией города Якутска установлено более 500 камер на территории города Якутска, где мы смотрим, наблюдаем совместно с МЧС, с МВД о той обстановке, которая там происходит. Это сразу говорит о безопасности жизнедеятельности наших граждан, сразу можно определить скопление людей, или помогает решить оперативные задачи, которые стоят перед городом в конкретный момент. Кроме этого, естественно, у нас и широкое покрытие сетью интернет. Каждый житель Якутии, который входит в покрытие нашей сети, имеет доступ как минимум 100 мегабит на домохозяйство и подключает свободно интернет и пользуется им. Это, естественно, и смарт-устройства, это и разные планшеты, и мобильные устройства. И мы стараемся следить за качеством. Мы много инвестиций вкладываем в то, чтобы развивать качественный сервис на территории республики. Да, не всегда и не везде это получается, понятно, что есть какие-то определенные моменты, но в целом жители отмечают, что в определенных домохозяйствах, где у нас уже построена современная сеть GPON, скорость достигает до 1 гигабита на семью. Это высокие скорости, таких не встретишь даже в центральной части России. Поэтому мы поддерживаем
вот этот тренд и вот эту вот специфику, что мы IT-столица, как минимум Дальнего Востока, а замахиваемся и на Россию. Мы пытаемся внедрить разные технологии в производство и разные технологии в развитие. Но один из таких еще банальных примеров, может быть, он не сильно относится к связи, но мы совместно с коллегами-дорожниками сейчас тестируем и внедряем цифровой погрузчик на электроприводе, без двигателя внутреннего сгорания. Это и экология, это и цифра, это и благоустройство города. Ну, это как-то, наверное, вопрос опережающий свое время, разве нет? Конечно, но мы стараемся быть в тренде, мы стараемся идти в ногу со временем, и мы смотрим не только на связь, ну и банальный там телефон или доступ к интернету. Мы, конечно, смотрим в то, чтобы максимально приносить пользу всем отраслям хозяйства. У нас есть решения для медицины, и многие лечебные учреждения подключены к информационной системе Ростелекома. И когда мы заполняем определенные документы или получаем справки, это мы работаем через Ростелеком. Или мы знаем с вами портал государственных услуг, которым также мы занимаемся совместно с правительством и с Министерством цифры, и развиваем его. И вы видите, каждый год увеличивается количество сервисов, которыми можно воспользоваться. Плюс и голосование. Это очень удобно. Вот. И также вот в коммунальной сфере сейчас один из трендов. Мы пытаемся нащупать вот эту нишу техники, коммунальной техники на электроприводе, такой техники, которая была бы экологичная, она была бы бесшумная, потому что многие работы проводятся, вы знаете, ночью, чтобы жителям не мешали. Ну и кроме этого, она еще экономически выгодна, и ее проще контролировать. Интересно было бы посмотреть. Продолжая тему видеонаблюдения, сейчас наступила пора экзаменов, школьники сдают ЕГЭ и ОГЭ, а еще в некоторых районах республики намечаются выборы. Вот в этом направлении как будете работать? Да, вы правы, это горячая такая для нас история, это время такое, когда мы максимально сосредоточены на том, чтобы ЕГЭ и ГИА прошли без ошибок, без сбоев. Почему? Потому что важно, что если камера вдруг видеонаблюдения в аудитории не работает, то экзамен не принимается. Поэтому мы делаем так, чтобы все камеры на всей территории республики работали. У нас больше 1200 аудиторий, где установлены камеры и где наши с вами дети проходят и сдают экзамены. Нюансов много, но работает комиссия, работает целая бригада специалистов, которые совместно с Министерством образования республики, совместно с энергетиками, потому что это тоже важно, чтобы было электричество, и совместно со связистами работают над тем, чтобы все работало исправно. Поэтому отдельно я хотел поблагодарить коллег, что мы так слаженно, дружно работаем. А муниципальный выбор мы тоже к этому моменту готовимся. Это определенные дни голосования. Также устанавливаются камеры на избирательных участках, и мы смотрим, записываем и храним записи, которые там происходят. Мгм. Ну, вы отметили технологии в плане умного коммунального хозяйства, а если мы говорим про технологии умного дома, вот, например, человек, который уезжает в отпуск, может ли как-то там настроить, в общем-то, какие-то сценарии задать для того, чтобы свое жилище обезопасить, пока его дома, собственно, не будет? Да, Надежда, вы правы. Сейчас самая популярная услуга на летний период – это видеонаблюдение. У кого-то квартиры, у кого-то дачные участки, поэтому жители покупают эту услугу, мы устанавливаем камеру видеонаблюдения, и из любой точки страны и мира любой гражданин через планшет, телефон, через любое устройство цифровое может видеть, что у него происходит в онлайн-режиме в конкретный момент времени в квартире или на даче или на земельном участке. Плюс в этом еще, что запись хранится до 30 дней, и можно перемотать и посмотреть. Кроме этого, система позволяет работать камере на движение. Если происходит какое-то движение, происходит пуш-уведомление владельцу на сотовый телефон в виде СМС или в виде оповещения на электронную почту. И каждый гражданин, не обязательно сидеть и просматривать это целый день, а может по пуш-уведомлениям увидеть, что происходило у него, например, на земельном участке. Также мы рекомендуем нашим гражданам пользоваться услугами кибербезопасности. Это важно. Сейчас мошенники наступают, поэтому есть разные системы, которые позволяют установить родительский контроль на интернет, на телевидение, позволяют отбивать мошенников от звонков. Ну, на стационарный телефон мошенники не звонят, в основном звонят на сотовые телефоны, поэтому тоже есть
специальные продукты и сервисы, которые ограничивают и контролируют эти звонки. Ну и кроме этого, хранение информации. Отпуск, не отпуск, у нас большое количество видеоконтента, большое количество фотоконтента, мы все снимаем, цифровые телефоны это позволяют делать, поэтому мы рекомендуем нашим абонентам пользоваться облачными сервисами Ростелекома, хранить информацию в защищенных ресурсах, так как я уже говорил, например, про портал «Государственные услуги», все эти данные, которые там находятся, они хранятся в центрах обработки Ростелекома. У них очень серьезная защита от киберпреступников, и невозможно сломать этот сайт, невозможно сломать и получить данные и информацию. Поэтому мы также предлагаем для наших абонентов хранить свои персональные данные, свои документы, свой контент, фото, видео в наших центрах обработки данных. Это позволит сохранить и обезопасить себя и свою семью. Хорошо, у нас остается немного совсем времени, но давайте поговорим с вами о мировых трендах на цифровом рынке. Вот какие есть новинки, которые можно у нас в Якутии использовать? Да, ну Якутия такая площадка для пилотирования, очень удобный климатический пояс, потому что мы говорим, все, что работает в Якутии, будет работать везде. Как я уже говорил, один из трендов мировых, например, в Китае, это переход на технику на электроприводе. Там 90% техники работает в таком режиме. Мы сейчас этот эксперимент проводим в Якутии. Ни в одном еще субъекте Российской Федерации нету такого погрузчика, который бы таким образом работал. Это раз. Плюс, как я говорил про систему видеонаблюдения, мы ее развиваем и развиваем все сферы в ней. Видеонаблюдение и позиционирование скопления людей, видеонаблюдение с искусственным интеллектом и анализом животных. Например, вот в одних из субъектов есть проблема с собаками. И искусственный интеллект позволяет анализировать как раз, где они скапливаются, как происходит, куда бегают. Ну, естественно, отлов потом удобен. Ну, кроме этого, однозначно искусственный интеллект в подборе, в образовании и в развитии, например, техники. Мы сейчас смотрим схемы связи, которые мы организовываем и анализируем с помощью искусственного интеллекта. Это нам позволяет удобнее и практичнее, а самое главное, экономически выгоднее строить те или иные линии связи. Ну, тоже могу привести пример, если у нас еще буквально есть немножко времени. Да, есть еще, конечно, да, говори. Да, один из примеров. За полярным кругом в стране построено 27 тысяч километров линий связи. Это и Якутия, и Чукотка, и Архангельск, и Мурманск, Красноярск, и другие наши большие города. В Якутии одна из больших частей, там у нас порядка 11 тысяч всего километров построено, ну и около 4 тысяч за полярным кругом. И для того, чтобы эксплуатировать эту сеть, нужно большое количество людей, которые будут ежедневно за ней смотреть. Ну а так как территория с особым климатом, то мы начинаем использовать беспилотные летательные аппараты, беспилотный транспорт для мониторинга столбовых линий связи. У нас ВОЛС, волоконно-оптические линии связи, проложены на линиях электропередач, на столбах наших, иногда в грунте. И для того, чтобы понимать, как они обслуживаются, мы используем беспилотный транспорт. Вот такие фишки сейчас в тренде, если так сказать, цифрового мира. Будем иметь в виду. Константин Леонидович, большое спасибо, что нашли для нас время, пришли, поделились такой интересной информацией. Приходите к нам еще. Спасибо, Надежда. Вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи в эфире.